В Сысольском районе село Куратово, в Карткиросском Мордино, Ударском Йодво. Из этих точек сигналы о серых хищниках этой осенью поступали как никогда часто. В той же Йодве волки несколько дней держали в страхе весь поселок. На подмогу местным охотникам вызвали специалистов из райцентра, но безрезультатно. Волков ни одного не удалось подстрелить, потому что так как были засады, но никто не вышел из волков. Как-то так тишина сейчас, особо таких происшествий нету. Вот. По вечерам уже и дети стали гулять, и взрослые гуляют. Это до этого как-то боялись. А сейчас вроде более-менее спокойно стало. На людей хищники, конечно, не нападали, а вот численность собак в Йодве заметно сократилась. Спаслись лишь те домашние четвероногие, кого хозяева стали забирать на ночь в дом. Наглое поведение лесных гостей специалисты объясняют просто. В населенные пункты волки заходят не только за легкой добычей. Есть у них по осени и образовательная цель. Подрастает молодое поколение волков, и волчицы начинают их учить. А учить, соответственно, на каком звере. То есть лось пока может бегает, очень сложно его добыть, а тут рядом бегают собаки. То есть они беззащитные перед волками. То есть очень хорошо обучать по ним молодое поколение. В региональном охотнадзоре за численностью серого в этом году следят особенно пристально. С начала года удалось отстрелить 50 волков. Цифру бы увеличить как минимум на треть. Хищников становится все больше, а потому и ведут они себя наглее. С волком проблема гораздо серьезнее. Вот. Во-первых, ущерб более значительный, чем от медведя. Медведь, он так, можно сказать, игрушки. На человека не нападает, и особенно на скотину, домашний скот не нападает. В единичном случае, что касается волка, то самое обидное, что у нас, не то что обидное, проблематичное, то, что численность волка катастрофически растет, в геометрической прогрессии. Серую проблему могут решить только охотники, уверены эксперты. Для этого необходимо вернуть вознаграждение за добытого волка. И цифра должна быть не меньше 10 тысяч рублей за голову. В противном случае разбудить интерес жителей Коми к этому хищнику вряд ли удастся. Виктория Палкина, Василий Янин, Антон Ворожищев, телеканал Юрган.